Это программа «Актуальное интервью». Как прививать любовь к чтению у ребенка, что такое семейное чтение. И о новом проекте Национальной библиотеки мы поговорим сегодня с гостем в студии. Разрешите представить заведующая Центром библиотечно-информационного обслуживания Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия Светлана Попова. Светлана Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и начнем, наверное, с такого вопроса. Бытует мнение, что современные дети стали меньше читать. Справедливо ли это заключение или все-таки ситуация не так плачевна? Ну, я сразу хочу сказать, что это на самом деле миф. Дети читают, и, возможно, даже больше, чем раньше. Поскольку вы сейчас видите, что гаджеты, социальные сети, очень много информационных ресурсов электронных. Читать дети, скорее всего, даже стали больше. Вопрос в другом, что они стали читать. Если раньше, вот в советское время, это была четко очень регламентированная государственная программа, что читать, как читать, все это сопровождалось от детского сада вплоть до вуза и так далее. Сейчас как таковой государственной программы не существует, и, скорее всего, вот именно чтение, оно у нас находится на таком буме, и пока неизвестно, кто выбирает, что читать ребенку. Кто выбирает, да. Ребенок сам, может быть, где-то услышал, что-то увидел, кто-то ему подсказал. И вот так формируется, грубо говоря, потребительский спрос на чтение, детский потребительский Абсолютно верно, спрос. да. Но, тем не менее, книги – это наше все. И как можно подружить ребенка с книгой? Но нужно сказать, что прежде всего все начинается, скорее всего, с семьи. Да? Тут родителям же недаром существует такой совет, когда не воспитывая ребенка, а показывая его. В редкой семье, где родители читают, ребенок оказывается не читающим. И сейчас наступило время такое говорить о культуре чтения, об информационной культуре чтения, которая должна прививаться ребенку с его буквально рождения. Вы сейчас сами видите, да? Дети дружат с гаджетами быстрее, чем с книгами. Родителям в наше время очень сложно больше уделять времени ребенку. И вплоть от роддома до вступления ребенка во взрослую жизнь нужно как-то его сопровождать и помогать ему выбирать в этом огромном потоке информации. Мы говорим о грамотном отношении к чтению, что читать, как выбирать грамотную литературу, где ее искать, где не затеряться вот именно в интернете и так далее. Потому что мы сейчас сами знаем, что интернет – это большой очень ресурс, где довольно-таки сложно найти что-то качественное и то, что будет помогать ребенку. Но вот что касается электронных книг и, допустим, традиционных книг, да, вчера вот на круглом столе, который проходил у нас в Саха-гимназии, мы говорили о том, что все-таки эмпатия, чувство сопереживания, которое традиционные книги дарили, да, вот оно все равно должно быть. Ну вот вы затронули тему семьи. Я знаю, что есть проект «Семейное чтение». Расскажите немножечко подробнее о нем. Семейное чтение – это одно из направлений национального проекта чтения, которое сейчас вот на стадии реализации и подготовки в Национальной библиотеке. Один из его важнейших этапов, то есть работа с семьей, работа с родителями в первую очередь, работа с детьми. Это некие вот консолидированные силы, то есть всех систем, да, то есть системы дошкольного образования, системы воспитательной системы, системы образования, системы библиотечной и так далее. Все должны работать в одном направлении для того, чтобы наше поколение будущее, наших детей выросло грамотным, интеллектуальным, и чтобы вот прогресс-то в принципе зависит от этого, да ведь? Ну, скорее всего. Да. А вот как семьи узнают об этом проекте, как они могут в нем начать участвовать, и вообще, насколько этот проект долгосрочен, и кто в нем задействован, какие структуры, какие органы, может быть, школы, детские сады, директора школ, как вот люди могут влиться в этот проект? Как люди могут влиться в проект? Ну, допустим, это, во-первых, рекомендации, да, со стороны то, что библиотеки мы можем предложить. Это какие-то рекомендации при выборе литературы. Это огромная должна быть система выстроена, воспитательная, в том числе с учителями, с воспитателями в детском саду, с родителями. Об этом мы должны говорить со страниц средств массовой информации. Мы должны вплотную работать, создать программу, которая помогала бы родителям
воспитывать своего ребенка так, как хотелось, как да. хотелось бы родителям. Да. Скажите, что касается самой библиотеки, меняется ли как-то, может быть, формат работы библиотеки, методы? Что нового в библиотечном деле? Да, сейчас вот, конечно, мы выросли в 20 веке, да, и методологически в 21 веке применять ту методику, которая была у нас, да, в советское время. И сейчас совершенно, скорее всего, неправильно. И электронные книги и традиционные книги, они сейчас идут, ну, нога в ногу. И неправильно говорить о том, что электронные там вытесняют книги, или какое-то противостояние нету абсолютно. У каждого носителя информации есть, грубо говоря, свой потребитель. Свой да? потребитель есть. И более того, я хочу сказать, что последние 3 года вот книжный рынок, он мировой, да, он пошел стремительно вверх. И скорее даже вопрос сейчас стоит об электронных книгах, а не о традиционных. Читать сейчас модно. И вы сами видите это в социальных сетях и так далее. То есть бум на электронные книги потихонечку спадает, да. Как и... в 2010 году вот, специалисты нашей отрасли были обеспокоены о том, что электронные книги вытеснят это где-то в 2010 году. Сейчас это все пошло на спад, и сейчас мы как раз вот возвращаемся к традиционной книге. Ну, Все чаще, с одной все стороны, больше. прекрасно. Да. Скажите, пожалуйста, на книжном рынке, что касается детской литературы, качественная ли детская литература, где ее искать, на что обращать в первую очередь внимание? В первую очередь надо обращать внимание на рекомендации. У нас есть замечательная российская государственная детская библиотека, функции которой вот как раз руководство детским чтением. Есть у них сайт, называется, сейчас скажу, называется «Библиогид». Там есть как раз замечательные рекомендации, обзоры новинок и так далее. Вот родителям я бы посоветовала опираться вот на именно этот информационный ресурс. Есть также электронная СМИ «Хочу читать». И вот если вы, допустим, поищите в интернете какие-то хорошие сайты, ну вот по линии библиотеки и так далее, там, в принципе, рекомендаций достаточно. Я бы родителям посоветовала всем опираться вот на эти ресурсы. Ну а что касается магазинов, вот пришел человек в магазин, хочет купить книгу, вот глаза разбегаются, я сейчас так понимаю. Вот на как руководствоваться, чем руководствоваться при выборе книги, может быть, есть какие-то здесь рекомендации? При выборе книг, ну, я бы посоветовала сейчас немножко у детей восприятие другое. Да? Если раньше у нас было меньше картинок, больше текста, сейчас больше изображений, да, и текста меньше. И все-таки хотела бы обратить внимание на то, чтобы родители старались детям брать классику. Те произведения, ну, которые вот, формируют нас, да, тот же Недоросль, тот же Обломов, тот же Пушкин, ну и так далее, все-таки опираться на классиков. А при выборе книг в книжном магазине, где все пестрое и так далее, посмотрите, что нравится вашему ребенку. Потому что противопоставлять то, что, вот, допустим, сейчас многие люди считают, что вредно читать комиксы. Но почему нет, да? Потому что мы в 21 веке живем. Комиксы — это тоже актуально. То есть время как бы время выбора накладывает свои отпечатки, в том числе да, на книжную отрасль и на то, что читают дети. Абсолютно накладывает. Дети сейчас другие. Дети поколения информационной эпохи. Это дети, они совершенно другие, чем были лет 20 назад. Я помню, я сам был ребенком, я взахлеб зачитывался бумажными книгами, потому что других не было. Я с нетерпением ждал каких-то новинок, которые еще и не достать было. И запах новой книги, это было что-то с чем-то. Скажите, есть ли, может быть, какие-то рекомендации, может, ваши личные, из личного опыта, книги каких писателей должны присутствовать в библиотеке каждого жителя? Детские книги какие обязательно, может быть, к прочтению вы рекомендуете? Опять же, из личного опыта, из опыта библиотечной работы. Ну, я хочу сказать, что вот, допустим, из своего опыта, да, из опыта своей семьи, я никогда не навязывала своему ребенку определенные книги. Но я смотрела, что она читает, сейчас ей 15 лет, и она читает довольно-таки взрослые книги. И заметила, что ей, допустим, я читала приключенческую литературу в ее возрасте, зачитывалась романами. Сейчас дети находятся все чаще в поисках себя. Они хотят, раньше взрослеют, им интереснее
то, что происходит внутри с ними, как себя они позиционируют в этом мире. Сейчас мой ребенок 15-летний читает Эриха Мария Ремарк, такие сложные, Кафку читает, Солженицына даже прочла, ну, такие вот сложные книги. Поэтому я бы хотела родителям посоветовать больше доверять своим детям, смотреть, что им нравится. И вместе вот как-то помогать и корректировать. Потому что сейчас вместе с этим бумом очень много серой литературы появилось, некачественной. Вот как раз к вопросу о серой некачественной литературе. Как оградить детей от ненужного, скажем так, потока информации, который льется? Прежде всего прочитать эту книгу самому, только потом давать ребенку. Ну вот и сейчас еще раз подвигая к тому, что национальный проект, который мы готовим, да, как раз вот одно из основных направлений будет именно рекомендательная литература. То есть та, которая отобрана специалистами, психологами, педагогами, библиотекарями, как руководителями детского чтения. Ну и в завершении, наверное, нашей беседы какие-то пожелания нашим зрителям, которые, безусловно, я уверен, и читатели. Как быть, что делать, что читать? Я хочу пожелать нашим читателям, родителям, детям, чтобы они больше читали. И родителям посоветовала бы не ориентироваться только на традиционную книгу. Дети сейчас, я как сказала, они уже немножечко другие, поэтому поощряйте их чтение и обязательно стимулируйте их к этому. И старайтесь чаще разговаривать с ребенком. И по возможности больше организовывать семейные чтения. То есть это когда за круглым столом собираются мама, папа, дети, все читают, обсуждают, дети пересказывают. Потому что мы сейчас видим, что у детей гораздо много проблем. Да? Дислексия, говорят много, клиповое мышление и так далее. А как раз вот именно чтение, привитие любви к чтению, вот эти вот проблемы, мне кажется, может устранить. Что ж, большое спасибо вам за беседу. Ну а я напомню, что это было актуальное интервью. Мы сегодня разговаривали о чтении, о семейном чтении и о книгах в целом. У нас в студии гостила заведующая Центром библиотечно-информационного обслуживания Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия Светлана Попова.